43 года начал заниматься. Угу. Мой отец коневодом был. Вот, когда в детстве вспоминаю, на санях все время с собой брал. Катался, вместе с ним. Потом ушел в жизни пораньше он, поэтому отрыв получился. Я, когда уже за 40 стал, начал думать, чем-то надо как своим заняться. До этого я еще себя не нашел. И этим работал, в охране природы инспектором работал в Ущанском МУСе. 2 года проработал. Это не мое. Хотя у меня специального образования нет. В оленеводстве тоже проработал 5 лет. Тогда эти лошади были в стадах. И рабочие лошади. И приходилось заниматься рабочими лошадьми. Этих жеребчиков объезжать без навыков. Просто вот так должно быть, чисто на чуть-чуть, интуиция. Да, чисто на интуиции это обучал. И все. Нравилось лошадьми заниматься. Когда тут работал охранником, лошадей привезли в 2007 году. Леонид Николаевич предложил коневоду туда идти. Я сразу согласился. И с тех пор 2007 года занимаюсь этим коневодством тут, на этой местности. Свои лошади частные появились пока. Это в совокупности, и, родственные, занимались эти родители. Я тоже должен заниматься. И душа лежит, нравится это делать. И давно мечтал заниматься этим доением. Выйду на пенсию и начну заниматься доением. Почему люди не занимаются? То ли работы много, то ли поддержки нет со стороны государства. Просто чисто для себя-то, чтобы продукции давал в виде кумыса. Можно доением заниматься круглый год. Не только летом во время сыха. Раньше наши родичи жили же по ласам, наедине с природой, И это тянет
Ну, городская суета вообще, как сказать, как и дома, как как в целлофане, воздуха вообще не хватает. А тут благодать. Там каменная квартира, да? В каменном доме. Ага, в каменном доме. В этом фильме вот Тугендархан. Я свою лошадь, короче, там снял. Ну, поехал. Когда съемки были, отсюда поехал на лошади. И, короче, в историю попала лошадь. Как? А вас самого загримировали, да? Ну да, конечно. Ну, лошадь-то я 2007 года ездил на этой лошади. И снялись в каком году-то? В 17-м съемки были? Или 18? 4 года, говорят. Да? Снимали. То ли в 18-м, то ли в 17-м, короче, снялись. У скотыни. И ребят отделяем от кобыл в ноябре месяце. В ноябре же ребят отделяем и, ну, держим отдельно. А сейчас ребят держим вместе с кобылами, со своими матерями. И заодно доим. Вот. Дневное время доим, а ночное время же ребенок сосет. Ну, как ночной доер получается. И же ребенку хорошо, и нам хорошо. Как? Ну, процесс вот этот доение удлиняется. Но если отделяем, то кобыла уже не это, молоко не вырабатывается. И это как даром пропадает, добро. Как. И вот это добро мы зимним доением как добиваемся. Вот, как превращаем это, и людям это пользу приносит, это молоко. И заодно мы сделаем. Все. И вжег сатук, бензин кончился. Кончать снимать, говорит. Кто изучил-то это как? Летнее это молоко, мне кажется, это не жиже получается, как, чем зимнее. Зимнее молоко меньше, да гуще. Мне так кажется. Ну, надо изучать эти, как, характеристику молока. В деревенской якутской семье есть лошадь. Ну, кобылы там, ну, не одна кобыла, а несколько. Они не хотят это доить. Короче, сами по себе ходят. Ну, как добро даром пропадает. Мне так кажется, и поддержки нет, чтобы занимались люди со стороны государства. Ну, как-то заинтересовали бы. Ну, когда я пью тмыс, то вообще
кушать не хочу. Все, как будто это на весь день сытый. И, ну, этим как подтверждается это, как жеребенок прибавляет суточный прирост, это почти килограмм веса прибавляет. Значит, это молоко богато всеми этими микроэлементами, витаминами. Ну, по полезным свойствам намного, как сказать, превышает, чем коровье. Кушать они не как коровы там, стоя кушают, они ходят кушают, на ходу. Спокойно живут. Со мной случай произошел в далеком 85-м году, вот в Нижнеколымском районе, когда я проходил преддипломную практику после 4-го курса. Но в конце практики, в середине ноября, с одного оленстада я пошел в другое соседнее стадо чтоб после практики надо было сдать кое-какие подотчетности. Вот. У меня всегда со стада в стадо я приходилось в одном стаде пройти практику, потом в другое стадо. В этой суматохе я спальный мешок в другом стадии забыл в спешке, когда на вертолете надо это все время в торопях, и спальный мешок забыл, и вот этот спальный мешок надо было забрать, и пошел за спальным мешком. Вот расстояние было около 20 километров. Пошел на лыжах, ранняя осень, погода теплая, за 4 часа дошел, Потом должен был обратно идти, уже темно, тамошние оленеводы предложили остаться до завтра. Они на завтрашний день должны были ехать проверить сети до полпути. Да. Сказали, до полпути поедем на оленях, так, потом дальше поедешь. Я послушался и остался ночевать. Ночью поднялся ветер. Утром уже вижу, ветер сильный, настоящая пурга разыгралась. Я все равно должен был идти обратно. У меня договоренность была с дирекцией, что я буду там. Они на обратном пути должны были забрать меня оттуда, на Буране. Но оленеводы отказались ехать. Сказали, такую пургу мы не проверяем. Так,
ориентируешься по ветру. Так, справа будет это ветер, и так. Ну, я когда вышел со стойбища, я уже вчерашний след уже сразу потерял и пошел, ну, как они сказали, по направлению ветра. Так и шел 3 дня. Ну, ночные часы кое-где приходилось там снег копать, да, туда на ночлег устраиваться. Одежда вся обледенела. Так, в ледяном панцире ходил. Так, потом на 4-е сутки ветер перестал уже. Погода установилась там. Ну, нормальная погода. Ну, потом я слышу, это буран едет за мной. Но они на мой след наткнулись, когда искали. И, короче, настигли меня на буране. Ну, конечно, обрадовался я. Нашли. Они тоже вот искали меня уже. Так, практикант потерялся. Вот, по совхозу такая-то волнение пошло, что и на вертолете вот искали. А вертолет над мной пролетал. Я слышал это. И меня не заметили вот. Вот так. Ну, на буране нашли, и потом на стойбище приехали. Оказывается, я со стойбища недалеко. Ну, как круг большой, крюк сделал. Минут 20, что ли, ехали на буране. Так. И, короче, прилетел вертолет за мной и положили в больницу прям. Вот так, да, там подлечили, потом приехал приехал в Якутск дальше учиться на 5-й курс. Вот. Одет был я налегке, потому что я пешком пошел. Одел эти олени, кукашка называется. Шерсть внутри, как одевается через голову, ну, как женское платье одевается. И ниже это обут был чижи называется, это олени из оленей камусов шитые. Ну, брюки эти ватные, тонкие были. Все. Шапка тоже оленя была. И все, оленя, по-моему, да, одет был. А если бы была такая простая одежда? Ну, если бы простая одежда была бы, я не смог бы, я думаю, так противостоять холоду. И это, ну, думал-то так, всякие разные мысли приходили. То ли от голода помру, то ли от холода, как замерзну. Ну, всякие мысли приходили. Такие небольшие горки, ну, приходилось, снег не глубокий был, и приходилось вот таких под горках, ну, такие места искать, чтобы там снега достаточно было, чтобы, ну, себе копнуть нору. Так. И в течение ночи-то много раз вставал, когда уже, ну, когда холодно, уже встаешь и делаешь такие-то, ну, прогулки. Ну, это, походишь там, согреваешься и опять такую нору делаешь. В больнице лежал районный корреспондент, ну, пришел с районной газеты и тоже вот попросил, как ты, как начала, ну, откуда родом. Ну, все так рассказал, как было. И потом эта статья дальше в республиканской газете напечаталась. Там газета с Якутии была.
еженедельник всесоюзный был, неделя, вот там тоже печатали, в «Комсомольской правде» тоже печатали. Сейчас называется как федеральная газета. Ну, не паниковать, ну, все равно это как утрясется, да. Надо не терять надежду, искать пути спасения. Я вообще это, ну, спокойный был тогда, но спокойно относился. Если бы запаниковал, так замерз бы там. Не найдут, там это, не будут искать. Так, моя участь вот здесь. Ну, так, если бы сдался, меня бы нашли, уже трупа нашли бы. Сегодня 2 декабря 2020 года мы находимся в нашем хозяйстве Тапсылын. От слова таба, сылгы, инах. От таба взяли тап, от сылгы взяли сыл, от инах взяли ин. И сегодня доение, посмотрели, зимнее доение кобыл. Это не запатентованный, еще не запатентованный способ, метод. Мы его будем патентовать. И Виктор Сидоров здесь работает у нас и доит кобыл. Сегодня он уже 2-ю дойку сделал. Процесс доения делается таким образом, что физиология доения кобылы, молоко, оно все сразу не дает. Первый раз доим, и через час надо обязательно повторить, потому что оставшееся молоко оставляет как бы для питания своего же ребенка. Она очень умное животное, кобыла. И Виктор после этого через час додаивает и берет иногда во 2-й раз больше молока. За день у него получается 4 дойки или 2 дойки с повторами. И за это время он с каждой кобылы берет до 2 литров молока в день. В итоге сегодня 4 кобылы доили, и будет, наверное, 8 литров. Можно сделать хорошего кумыса 8 литров. И что, вот этот метод очень необходим и нужный метод. Потому что в летнее время, если доить кобылу, то жеребенку не остается молока, и жеребенок не развивается. А жеребенку надо развиваться, и жеребенок еще не может есть траву. Первый месяц, 2-й месяц они уже мало почти едят траву. Поэтому в основном растет и развивается за счет молока матери. И вот 6 месяцев прошло, и мы, когда доим, если у нас сено есть, сено, хорошего качества сена, то мы можем доить его вообще до Нового года, можем доить до февраля или до марта месяца, до марта. И таким образом дополнительно у нас продукция качественное молоко
и дополнительная работа, дополнительные доходы. Вот это мы должны внедрить в наше табунное коневодство. Якутское табунное коневодство, зимнее доение кобыл, зимнее молоко. Это все связано с холодом. Получается холод, кобыла, молоко. Каждая кобыла пол-литра дает это в среднем за одну дойку. И я за 3 дойки получается так, 1,5. Так, 1,5. 6 литров уходит. 4 кобыл. Вот жеребец якутской породы Сургулук по кличке. Это хозяин Виктор Сидоров. Он привезенный из Верхнеуфимского улуса села Сургулук. Поэтому у него кличка Сургулук. Он держит табун. 6 кобыл. Достаточно хорошо держит, да? Ну, первый раз 100% был. Вот, первый раз деловой выход 100% дал. Всех кобыл покрыл, получается. Ну, а сейчас в этом году у нас 60%, да? 50. В этом году, а? Это 50. 50%. Поэтому у нас здесь много различных заболеваний. Ну, в основном сальмонеллезный аборт кобыл. И мы должны здесь использовать вакцину. Специально есть вакцина против сальмонеллезного аборта кобыл. Тогда бы у нас деловой выход был бы, может, даже 100%. Ну и другие заболевания тоже есть, такие как мыт, и такие как ринотрахеид и так далее, и так далее. Поэтому везде надо нам использовать вакцины. Те вакцины, которые разрабатываются и выпускаются, производятся в Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства имени Сафронова. Сегодня у нас хорошее событие, потому что мы пьем кумыс из кобыльего молока, сделанный мною, как говорится. Виктор Сидоров, он доит кобыл у нас в Канкеме, там на базе Тапсылын, ну и смотрит за лошадьми, за кобылами, за табунами нашими. И мы хотим сейчас получить очень хороший кумыс, очень хороший, такой вот, который по вкусовым качествам хороший был, чтобы целебный был. Все вот эти свойства объединить, и какая закваска пойдет. Мы недавно патент получили на закваску кумысную, но сейчас эта закваска хороша, но мы хотим еще дальше пойти. Как бы дальше. Уже же ребенок вырос, 6-месячный уже, он сам питается, поэтому очень хорошо доить зимой удобно. Главное только иметь качественное сено. И мы в этом году сено заготовили достаточно, да? Поэтому, Виктор, сейчас современными приборами мы изучим более глубже. И будем искать те новые знания, которые бы нам дали бы возможность с новой точки развивать наше якутское коневодство. Поэтому холод все-таки свое дело сделало. А якутское табунное коневодство, холод, молоко, кумыс. Будьте здоровы!